Медсестра измеряет давление, проверяет пульс, а также уровень сахара крови. Пациентка чувствует себя неважно, в анамнезе серьезные хронические заболевания. К счастью, девушка здорова, а причины, по которым она получает лечение в режиме дневного стационара, определены условиями задачи. Будущая медсестра пока оканчивает только первый курс Алданского медицинского колледжа. Это кадры демонстрационного экзамена по дисциплине «Медицинский и социальный уход». Практическая часть они отрабатывают на площадках модулей, которые нам заявлены по медицинскому социальному уходу. Значит, первый модуль – это модуль уход на дому, второй модуль – это дневной стационар. В высших и среднеспециальных учебных заведениях страны ДЭМО-экзамены проводятся с 2017 года. Форма государственной итоговой аттестации предполагает моделирование реальных производственных условий и оценку навыков обучающихся профессиональными экспертами. В этом году ДЭМО-экзамен по стандартам WorldSkills в Алданском медколледже пройдет в третий раз. Процесс, как и ранее, будет транслироваться в режиме онлайн. Знания покажут будущие акушерки, фельдшеры и медсестры. Демонстрационный экзамен становится первой ступенью в профессию. По его результатам студенты получают документ об образовании. Они становятся младшими медсестрами по уходу за больными. Они по окончании сдачи экзаменов они должны получить скиллс-паспорта и свидетельство младшего медицинского работника. Первый документ медицинский получается у нас. На демоэкзамене будущие медики показывают знания и умения в нескольких зонах. В рамках одного из модулей действие совершается в условиях дневного стационара. Еще один модуль предполагает уход за больным на дому. По условиям задачи пациенту, мужчине пожилого возраста, тяжело передвигаться. Ухаживая за больным, медработник обучает его навыкам самообслуживания. Я показала, как ему передвигаться с помощью роллатора и помогла умыться и причесаться. Я очень волновалась, мои ноги тряслись, но я справилась. В качестве экспертов на демоэкзамене присутствуют старшие медицинские сестры Алданской центральной районной больницы. Кроме профессиональных знаний и навыков, эксперты оценивают коммуникабельность будущей медсестры, умение найти с пациентом общий язык и доходчивость объяснений. Нетрадиционная форма, а также оценка знаний профессионалами заставляют студентов волноваться чуть больше, чем обычно. Все ответы полные. Студенты, конечно, очень волнуются, так же, как и мы, эксперты, за них волнуемся. Но я думаю, что все пройдет хорошо, потому что первый у нас был уже традиционно, который проведенный демоэкзамен, он прошел очень успешно. В минувшем учебном году в политехникуме демонстрационный экзамен проходил в 3 группах. Независимые эксперты оценивали знания будущих бухгалтеров, электромонтажников и специалистов контрольно-измерительных приборов. По стандартам WorldSkills итоговая аттестация у бухгалтеров, выпускников Нерюнгринского филиала, прошла впервые. Задания включили организацию работы, ведение, оформление и подведение итогов учетной документации. Также без 5 минут специалистам предстояло составить и проанализировать отчетность. Почему-то анализ дается проще, успевают сделать второй модуль, кто сдал уже более в полном объеме. На первый модуль немножко не хватает времени, чтобы выполнить в полном объеме. Ну, волнуются, потому что первый раз, и я волнуюсь, потому что мы первый раз, и организаторы волнуются, потому что первый раз, сами же понимаете, первый раз еще не понятно ничего. В первый раз в демонстрационной форме показывали навыки будущие специалисты контрольно-измерительных приборов и автоматики. Студентам предстояло выполнить задание по 4 модулям. На все испытания было отпущено 6 часов. На данный момент у них разобраны датчики давления, которые они должны скомплектовать, собрать и отградуировать. Это в первом модуле. То есть они должны поставить весь механизм, собрать, уложить его в корпус, установить показывающий, то есть циферблат, стрелочку. Ребята настраивали систему метрологии и датчиков, производили калибровку приборов учета и манометров, а также заполняли техническую документацию. Стоит отметить, что к испытаниям серьезно готовились не только студенты, но и преподаватели политехникума. К демоэкзамену мы готовились к проведению, это последние полгода, выполняя все требования инфраструктурных листов и требования федерального государственного стандарта по организации. При этом, конечно, есть волнение определенное у ребят,
у педагогов. Каждый экзамен в постоянном круглосуточном режиме транслируется с места проведения. То есть, по большому счету, любой на территории Российской Федерации может зайти и посмотреть, помимо экспертов России, да, помимо наших экспертов, зайти и посмотреть, как ребята выполняют задания, что они непосредственно делают, вот, помогает им кто-то или не помогает. В этом учебном году экзамен по данной специальности в демонстрационной форме впервые пройдет в Амурском государственном университете. Осенью 2021-го специалисты Благовещенского вуза побывали в Алдане. В политехникуме они почерпнули опыт проведения демоэкзамена. Подчеркнули здесь очень много нового, полезного для нас, то есть это в плане ведения документации, то есть как она ведется, в каком количестве, ну, то есть полностью пакет документов, которые необходимо собрать для демо-экзамена, мы здесь это рассмотрели. Также непосредственно познакомились с оборудованием, которое предстоит работать, то есть какие тонкости, особенности, нюансы оно имеет. Полностью процедуру проведения демо-экзамена также рассмотрели здесь. Основной принцип демонстрационного экзамена позволяет будущему специалисту закрепить теоретические знания на практике. По профессиональным стандартам WorldSkills в среднеспециальных учебных заведениях также проводятся региональные практикоориентированные олимпиады. Так, в Якутии Алданский медицинский колледж в прошлом году явился площадкой соревнований будущих медсестер. Студенты 2 и 3 курсов мерились мастерством по оказанию первой помощи с обучающимися из Якутска, Нерюнгри и Жатая. Олимпиада представляет собой выполнение практикоориентированных заданий, состоит из 2 уровней. Первый уровень предполагает контроль теоретических знаний. Второй уровень предполагает непосредственно уже демонстрацию нашими студентами профессиональных умений, собственно говоря, по специальности сестринское дело. Какие задачи решают? То есть Олимпиада предполагает практический уровень решения задач по терапии, по хирургии и по реанимации. Перед выполнением заданий никаких зубрежек и повторений, а волнение и напряжение студенты снимали на психологическом тренинге. Олимпиада включила 2 части – теоретическую и практическую. На первой студентов ожидало тестирование и перевод английского текста со специальной терминологией. На следующем этапе соперникам предстояло решить практическую задачу. Мужчина 35 лет потерял сознание на улице. Дыхание и пульс отсутствуют. Оказавшийся поблизости медработник проводит реанимационные мероприятия, которые должны дать результат до приезда бригады скорой помощи. Они должны, во-первых, показать, да, все свои результаты, теоретически свои результаты на практике и практика на теории, да, то есть так и так. Поэтому мы ждем от них, конечно, хороших результатов. Это результаты не только результаты студентов, но также результаты преподавателей. Практическая часть проходила по 3 модулям. Помимо сердечно-легочной реанимации, студенты оказывали помощь пациентам по терапевтическому и хирургическому профилям. Участники демонстрировали навыки в наложении повязок и умение внутривенных вливаний. Чувствую себя хорошо, так как подготовка была сильная. Да, преподавателям всем огромное спасибо. Кроме профессиональных знаний и навыков, оценка включала множество критериев, в том числе соблюдение правил безопасности и знание о септике и антисептике. Подготовка у всех, она достаточно достойная. И после общения с участниками я тоже понимаю, что все участники достойны, но, как говорится, выиграет лучший по навыкам. По мнению экспертов и преподавателей, соревнования весьма полезны как для повышения теоретических знаний, так и практического мастерства. Конкурсы, дающие возможность профессионального роста, являются традиционными и в политехникуме. Чемпионат WorldSkills Россия «Молодые профессионалы» проводится по нескольким специальностям. В соревнованиях принимают участие студенты и сотрудники горнодобывающих предприятий. Мы приглашаем вообще всех, не только горнодобывающие предприятия. Мы приглашаем и те предприятия, которые занимаются сферой ЖКХ, потому что по данным компетенциям там тоже есть сотрудники и есть различного возраста работники, которые могут показать свое мастерство и им поделиться с другими. Конкурсное задание по компетенции техническое обслуживание и ремонт автомобилей включает работу с механической частью двигателя, диагностику систем автомобиля, а также нахождение и устранение неисправности. Массовыми становятся соревнования по сварочным технологиям.
Традиционно участники показывают мастерство в разных видах сварки – ручной, полуавтоматической и аргонной. Сноровка в данной профессии необходима, а вот небрежность неприемлема. Проведение профессиональных олимпиад способствует взаимодействию будущих специалистов с потенциальными работодателями. С другой стороны, алданские СУЗы работают на перспективу со школьниками, готовя для себя потенциальных студентов. Профориентационная деятельность ведется разнонаправленно. Так, ежегодно на базе политехникума в рамках чемпионата WorldSkills Россия проходят юниорские соревнования по компетенции лабораторный и химический анализ. Юные химики выполняют задания по нескольким модулям. Это опыт именно. На следующий год, допустим, некоторые из этих юниоров, которые сейчас присутствуют, они могут уже на следующий год участвовать, ну, скажем так сказать, с более эффективной отдачей. В медколледже регулярно проводятся экскурсии и тематические занятия для школьников. В прошлом году в рамках Всемирного дня здоровья цикл практических уроков был проведен для учащихся средних классов. Мальчишки и девчонки узнали, как нужно поступать в экстренных ситуациях. Мы сегодня показали детям сердечно-легочную реанимацию и выбивание инородного тела. Детям это очень понравилось, это как мы неофициально, мы просто в игровой форме еще проводим. И это дети все довольные, все хотят уже еще что-то посмотреть, и всем очень интересно. Уроки здоровья для школьников проводили студенты и молодые преподаватели. Как и полагается, практику предварила теория. Пятиклассники, разделившись на группы, решали ситуационные задачи. Ребятам предстояло сориентироваться, как поступать при глубоком порезе, сильном ожоге и удушье. Наставники отметили, что ход рассуждений школьников был верен. Сжимаете ладонь, обязательно вы должны стоять на колене, и руки должны быть под прямым углом. И делаете 30 нажатий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На уроках здоровья пятиклассники научились определять отсутствие сознания и узнали, в каком случае необходим массаж сердца, как извлечь пищу, попавшую в дыхательные пути, для чего накладывается шина и какие виды ран бывают. Освоением медицинских премудростей детвора увлеклась, а студентам, в свою очередь, понравилось преподавать. Разработки уроков студенты представили на всероссийский конкурс по оказанию первой медицинской помощи. Я участвую в данном конкурсе уже второй год, то есть в прошлом году мне также довелось поучаствовать в данном курсе и рассказывать детям. Довольно-таки интересно делиться знаниями и опытом. Углубленная профориентационная работа, которую ведут алданские среднеспециальные учебные заведения, нацелена на помощь школьникам в самоопределении. Таким образом, в будущем ребята осознанно подходят к выбору сферы деятельности. С другой стороны, между СУЗами и профессиональными организациями налажено плодотворное взаимодействие. Медколледж и политехникум являются кузницами кадров, соответственно, для медицинских организаций и промышленных предприятий.